Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока – Владимир Галактионович Короленко «Слепой музыкант». Цель урока. Сегодня вы узнаете о жизненном пути, о становлении личности слепого музыканта, о том, как искусство влияет на формирование личности, о духовном испытании личности. Вы научитесь отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. Теперь биография автора. Владимир Галактионович Короленко родился в семье уездного судьи. Детство и юность Владимира пошли в Житомирье и Ровно. Самые известные произведения Владимира Галактионовича Короленко – повести «Дети подземелья», «Слепой музыкант», «Река играет». Творчество Короленко – высокий гуманизм, стремление к лучшей жизни для всех, воспевание душевной стойкости и мужества. Почти все его произведения созданы на основе пережитого или виденного им самим. Что же такое человеческое счастье? Для чего создан человек? Именно на эти вопросы пытается дать ответ Короленко в своем произведении «Слепой музыкант». Ребята, краткое содержание повести давайте посмотрим. Очень краткое содержание повести «Слепой музыкант» Владимира Короленко. Если в двух словах, то сюжет повести разворачивается следующим образом. Слепой от рождения мальчик учится познавать окружающий мир при помощи звуков. Он становится талантливым музыкантом, способным тонко передавать все чувства и эмоции. А теперь немного подробнее. В богатом семействе Попельских рождается слепой мальчик. Мать всячески пытается опекать малыша, но ее родной брат решает взять воспитание племянника в свои руки. Максим Яценко – отважный, смелый мужчина, потерявший в одном из сражений правую ногу. Он прекрасно знает, каково живется калекам, и хочет воспитать маленького Петрика бесстрашным и уверенным в себе. Максим начинает учить ребенка понимать звуки, осмысливать их. Петрик проявляет большой интерес к музыке, и мать обучает его игре на фортепиано. Мальчик самостоятельно осваивает игру на дудочке, разучивает мелодичные народные песни. Благодаря воспитанию дяди уже к 6 годам Петрик может свободно ориентироваться в доме, ездить верхом на лошади. Однако он страдает от одиночества. Спасением для него становится дружба с соседской девочкой, Эвелиной. Повзрослев, они решают обвенчаться. Юному Петру Попельскому пророчат большое музыкальное будущее, однако юноша все чаще начинает задумываться о судьбе слепых людей. Он сбегает из дома с 2 слепыми странниками. Общение с ними успокаивает мечущуюся душу Петра, и он возвращается домой. В браке с Эвелиной у него рождается совершенно здоровый мальчик. Петр Попельский становится знаменитым музыкантом. Максим очень горд племянником, который вырос достойным человеком. Теперь давайте по содержанию повести выполним эти задания. Первое. Упражнение 430. Ответьте на вопросы. Тонкие вопросы. Первое. Как звали слепого музыканта? Второй. Кто помогал Анне Михайловне воспитать слепого сына? Третье. На каком инструменте играл маму мальчика? Четвертое. Кто такой Йохим? Пятое. С кем познакомился Петрусь на прогулке? Ребята, давайте теперь проверим ваши ответы. Первое. Слепого мальчика зовут Петруся. Второе. Анне Михайловне в воспитании слепого сына помогал брат Максим Яценко. Третье. Мама мальчика играл на фортепиано. Йохим – это конюх. И пятое. На прогулке Петруся случайно познакомился с Эвелиной. Теперь у нас толстые вопросы. Первое. Объясните, что означает выражение «воспитать нового бойца за дело жизни». Второе. Почему именно
Дядя Максим обратил внимание на мальчика. Третье. Объясните, почему мальчик очень трепетно относится к каждому услышанному звуку. Четвертое. Почему Анна Михайловна тайком слушает дудку Йохима и учится у него. Пятое. Как вы считаете, почему дядя Максим просит конюха петь мальчику народные песни? Давайте теперь проверим ваши ответы. Первое у нас – вырастить человека, который будет заниматься одним делом всю жизнь. Например, мальчик пошел на бокс, и затем это стало частью его жизни, без которой он не может жить. Второе. Он знал, как надо относиться к таким людям. Их не надо жалеть, они должны научиться преодолевать трудности. Нельзя оберегать их от жизни. Нужно помочь им найти свое место в жизни, побеждая болезнь. Он так хотел, чтобы племянник был счастливым. Третье. Когда ему было страшно, он переживал за каждый звук, мало ли что. А если он потерялся, тогда за счет каждого звука он мог найти дорогу или ручей. Четвертое. Потому что она завидовала ему. А завидовала она, потому что ее сын любил ходить к нему очень часто и перестал слушать ее рассказы. Пятое. Дядя Максим хотел, чтобы Петруся, хотя был слепой, он выпитал в себя все качества своего народа при помощи музыки. Теперь задание у нас второе, упражнение 432. Составьте характеристику главных героев повести Петруся и Эвелины. Сравните их настроение во время первого знакомства. Используйте данные прилагательные. Спокойный, странный, вежливый, общительный, замкнутый, задумчивый, грустный, привлекательный, чуткий, отзывчивый, обидчивый, чувствительный, впечатлительный, жизнерадостный, тоскливый, скромный, веселый, печальный, добродушный, стеснительный, радостный, беспечный и грубый. Мы заполняем эту таблицу. Теперь проверим ваши ответы. Петрусь какой? Спокойный, странный, вежливый, замкнутый, задумчивый, грустный, чуткий, чувствительный, впечатлительный, тоскливый, скромный, печальный, добродушный, стеснительный и грубый. А Эвелина у нас общительная, привлекательная, приветливая, отзывчивая, обидчивая, жизнерадостная, веселая, радостная и беспечная. Теперь у нас третье задание. Укажите верные и неверные ответы. Первое у нас огромную роль в формировании характера Петруся сыграл Максим Яценко. Второе. Дядя Максим хотел видеть племянника счастливым, живущим полноценной жизнью. Третье. При всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от боли. И четвертое. Петрусь не любил слушать игру конюха Йохима на дудке. Пятое. У Петруся не было друзей. Теперь ответы. Первое. Огромную роль в формировании характера Петруся сыграл Максим Яценко. Это верно. Дядя Максим хотел видеть племянника счастливым, живущим полноценной жизнью. Тоже верно. При всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от боли. Верно. Четвертое. Петрусь не любил слушать игру конюха Йохим на дудке, а это уже неверно. Пятое. У Петруся не было друзей. Верно. Домашнее задание, упражнение 434.
Спасибо, ребята, за внимание. До свидания.